Здравствуйте. В гостях у студии Дания летчик, истребитель Валид Рахматуллин, проживающий в Краснодаре, представитель татарской общины, бизнесмен. Почему говорю летчик? Потому что летчик всегда он остается летчиком. Бывших не бывает. Да, откуда взялся вот в Казани летчик из Краснодара Валид Рахматуллин? Как вы там оказались в дне? Здравствуйте. Ну, Валид Рахматуллин в Казани появился впервые в 2002 году. До этого момента я никогда в жизни не был в Татарстане, всю жизнь мечтал. Я родился и вырос в Краснодарском крае. Служба моя 15 лет я отдал вооруженным силам. На чем летал? Я летал на 4 типах самолета, Ил-29, Ил-39, МиГ-21, МиГ-23. Служба моя проходила в южных регионах. Не довелось мне попасть даже по линии службы в Республику Татарстан, но я об этом всегда мечтал. И уволившись в 93 году, я как офицер запаса уволился я достойно, с пенсией, получил собственное жилье. И уволился я в Краснодарском крае, и моя семья сейчас проживает в Краснодарском крае, и мои родственники проживают там же. Я занялся бизнесом и в процессе деятельности стал зарабатывать деньги. И жизнь поставила так, что в Краснодарском крае, на республике Адыгея, есть 2 татарских аула, которые живут мои соотечественники. В одном из аулов в хуторе Киров я родился. И видя, как тяжело в 90-х годах было соотечественникам, старикам, я зарабатываю достаточно приличные деньги. Я решил... Какой у вас бизнес? Я, уволившись из армии, мой бизнес был по статусу моего первого образования деревообрабатывающий, мастер деревообрабатывающей линии. Я занялся своей первой профессией, потому что первая профессия была после школы деревообрабатывающий техникум, потом я закончил высшее военное летное училище в Армавире летчиком-истребителем. И уволившись, я вернулся к первоначальной профессии и занялся деревообработкой. Начал зарабатывать деньги, начал иметь определенную финансовую свободу. И это все о нем. Мы говорим с одним и тем же человеком, он же истребитель, летчик, он же и представитель кубанских татар, получается, краснодарских, ну, да. Из 2 краснодарских деревень татары уже появляются, да, здесь. 2 татарских аула, чисто татарские, да. Кирова и политотдел, да, вот такие дела. А повод такой: в тяжелый день начала войны в Казани открылся памятник герою Советского Союза Рихарду Зорга, построен и установлен на средства и по инициативе этого человека Валида Рахматуллина, краснодарского татарина, бизнесмена, летчика-истребителя. Теперь расскажем про откуда такая идея появилась и как вы посягнули на такой интересный проект. И не ну, мои родители, мой отец, уйдя добровольцем на фронт, рядовым, вернулся старшим лейтенантом. У меня кадровая офицерская семья. Мой брат возглавляет Союз ветеранов Афганистана, прошел всю войну. Я сам кадровый офицер, и мой сын также продолжает традиции. Сейчас является старшим лейтенантом, служит в Краснодаре. Традиция пошла, отец нас всегда воспитывал: делай добро, оно к тебе вернется. И шля якшане, синга якши киберак катер. Он всегда так говорил: мама, дай Бог ей здоровья, тоже ветеран войны. И 20 мая мы отметили ей 90 лет, получили кучу поздравительных телеграмм и благодарности с Республики Татарстан, и от президента, и от Конгресса. Мама точно так же нас воспитывает. Якши эш артык знам калдырыгыз. И поэтому памятника в Казани, это и есть якши эш хорошее дело, да? Ну, я считаю, установка памятника это ну, не первое дело, тем я и моя семья занимаются. Я считаю, это, ну, наверное, духовный порыв, который после знакомства со скульптором Сердюковым Михаилом Леонидовичем, у меня, который является инициатором программы «Аллея героев», «Аллея российской славы». Я когда с ним познакомился, я принял решение, что я должен из его проекта особый экспонат приобрести и воздвигнуть в городе Казани, Республики Татарстан. Знаете, в Казани улицы Зорга все знают, но не все знают, кто такой Рихард Зорга, и какой национальности, из какой страны. И что он сделал? Да, он прославленный разведчик,
казненный во время войны, совершивший Да. подвиг, предсказавший события на Дальнем Востоке, насколько мне Да, известно. его подвиг в большей степени заключается в том, что не только обозначил и сообщил руководству Советского Союза о начале войны, но самым главным его героическим поступком является то, что он выяснил, разведал и доложил Сталину, что японские войска не начнут войну против Советского Союза, что позволило жизни сотен тысяч людей. Что позволило Сталину перевести 26 дивизий с Дальнего Востока и поставить их на оборону Москвы. Благодаря этим дивизиям мы отстояли Москву, и, возможно, и благодаря этому факту Отечественная война была выиграна, потому что Москва, столица нашей Родины, Москва — это наш символ, и символ был сохранен. И дух российских войск был сохранен, и мы победили. Ну, это моя мысль, что благодаря Рихарду Зорге мы выиграли войну, потому что 26 дивизий отстояли Москву, которые были сняты, и Япония не вступила. И Рихард Зорге был в 1944 году разоблачен в Японии, и после жестоких пыток он был казнен. 7 ноября. 7 ноября, день, да, и как коммуниста его казнили именно в эту памятную дату. Итак, мы видим, что теперь в Казани есть памятник Рихарду Зорге, его установил, организовал установку, обеспечил майор, летчик, майор запаса, татарин из Кубани, из Краснодара, Валид Рахматуллин. Якубович. Валид Якубович. И последний всегда строит, когда у актера мой спрашивают, отец Якуб. Да, у актера спрашивают, какие у вас творческие планы. Ну, какие планы у вас в бизнесе и в общественных делах? Ну какие планы в общественных делах? Я считаю, каждый татарин, находящийся в Татарстане, каждый житель Татарстана, мои соотечественники, живущие, проживающие на территории нашей страны, России, на территории земли под кураторством Рената Зинуровича, должны присоединиться к тому порыву, который моя душа меня призвала, чтобы мы возрождали память наших героев, возрождали и учили молодежь тому, что делалось полезное, доброе, героическое, учили доброму. А и из каждый... Татарстана еще других героев, вы знаете? Героев войны. Да, я знаю героя войны, женщина-летчица, я зачитывался книгами. Магуба Светлана, она да, из моего родного да, края. вот я не знал, откуда она родом, но то, что есть татарка, герой Советского Союза, татарка, летчица, я по душе болею за летчиц, и мне бы хотелось бы, чтобы, продолжая это движение, продолжая этот порыв, чтобы и жители, уроженцы, соотечественники присоединились, возможно, к новому проекту «Аллея российской славы», поставить ей на том же сквере. Кстати, памятник. улица, как раз она в Зорге вытекает оттуда. От вашего Это было бы, ей рукой подать. Это было бы великолепно. И чтобы эта аллея стала центром добрых дел бизнесменов татар, бизнесменов с Татарстана. И на этом не останавливалось. И решая такие вопросы, делая такие поступки, мы воспитываем нашу молодежь. Они будут знать, и открытие памятника, они будут знать, что делая добрые дела, она вернется к тебе. Она вернется не только к тебе, но и к твоим детям. У нас в гостях был интересный человек, летчик, майор, истребитель, бизнесмен, татарин из Краснодара, Валид Якубович Рахматуллин, установивший памятник Рихарду Зорге на улице Зорге в городе Казани. И он предложение такое сделал. Я думаю, что откликнутся наши соотечественники. Я не сомневаюсь.